Учреждение Конституционного суда создало условия для активного участия граждан в процессе принятия решений. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на 4-м национальном Курултае. А с 1 июля должны заработать 3 самостоятельных кассационных суда. Как готовят служители Фемиды в Академии правосудия при Высшем судебном совете и что общего у судебных систем Казахстана и Германии, расскажет Далина Насипова. Будущие судьи поступают в Академию правосудия, уже имея за спиной юридическое образование и опыт работы. Магистранты, претендующие на черные мантии, должны быть не моложе 29 лет, так как должность судьи по закону можно занять только с 30. Большинство из тех, кто попадает в стены Академии при Высшем судебном совете, по несколько лет трудятся в судебной системе. Одна из них – Хангуль Хайрат. Девушка прошла онлайн-стажировку в вузах Германии и России. Мы изучали актуальные вопросы как в гражданском праве, так и в уголовном праве, налоговые споры разбирали, также земельные споры. По окончании учебы буду продолжать работать в суде города Астаны. В дальнейшем мы получаем диплом магистра Академии правосудия, и мы можем уже участвовать в конкурсах на должности судей. Несмотря на то, что стажировки проводятся удаленно, немецкие профессора ведут и офлайн-встречи. Они разъясняют, как работать с законом и правовыми нормами. Как судьи Германии рассматривают исковые заявления. Казахстанское и немецкое право относятся к одной правовой семье, говорит представитель зарубежного вуза Дмитрий Олейник. Он особо отмечает принятый 4 года назад административно-процедурно-процессуальный кодекс. В Германии он практически такой же и действует не один десяток лет. Что очень положительно мы отмечаем, это создание административной юстиции. Вот тот самый АППК, который я упомянул, который работает уже с 2021 года, это действительно большой прогресс в развитии судебной системы, вообще в развитии права в Казахстане. И это отличает Казахстан от других соседних республик, где тоже вроде бы проводятся похожие процессы, но Казахстан действительно продвинулся очень хорошо. И это позволяет гражданам защищать свои права. Много общего у отечественной и российской судебных систем. Магистранты проходят стажировку и в вузах соседнего государства. В феврале в Академии утвердили концепцию развития на ближайшие 2 года. Международному сотрудничеству уделили особое внимание. Направление вообще международного сотрудничества у нас довольно обширное. Мы с Варшавским университетом сотрудничаем. Приезжают лектора с различных вузов для проведения гостевых лекций. Заключаются меморандумы о взаимном сотрудничестве. Развивается научно-исследовательская работа нашего профессорского преподавательского состава, наших молодых ученых, магистрантов для такого совместного ведения различных проектов. Говоря о судебной системе и о судьях в частности, глава государства не раз акцентировал внимание на необходимости повышения доверия граждан к системе и репутации судей. По словам профессора Тлеугали Бурбаева, этика и высокие моральные качества для судей должны быть первостепенными. Личностная подготовка всегда стоит на первом месте. Этическая подготовка, нравственная подготовка. То есть, когда мы говорим о справедливости, о внутреннем убеждении судей, откуда это все? Это берет свое начало именно из нравственного мира, из внутреннего мира человека. Это самое главное. Это главная особенность вообще судейской деятельности. Ежегодно Академия правосудия выпускает около 100 магистрантов, и практически все они в дальнейшем становятся судьями. Спрос на профессионально подготовленных работников Фемиды сегодня высок как никогда. Далина Насипова, Данияр Умар, Дастан Тимирбекула, телеканал Алматы, Астана.